Что ты делаешь? Зачем тебе эта штука? Турбо для бедных. Выдерни вакуумную магистраль и держись. Бакстер любил этот трюк. Это уже перебор для такого движка. Шустрее будет. А потом рванет. Кого они пытаются обмануть? Потолок этой колымаги 80 км в час. По крайней мере, сцена получилась динамичной. Вот только вписаться в поворот на такой скорости невозможно. Ты просто не вникаешь в суть. Тебе не обязательно быть таким занудой. Вообще не понимая, к чему эта аллюзия на тему внутренних ангелов и Мы пытаемся взглянуть на фильм с разных ракурсов. Основа киножурналистики. Ребят, можно потише? Я тут вообще-то фильм смотреть пытаюсь. Нас разделяет несколько кресел. С технической стороны ракурс почти не изменился. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В течение нескольких следующих минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. Сегодня в программе мы расскажем, чем полюбила зрителям новая часть сверхскоростной франшизы «Форсаж», как удается удерживать интерес публики на протяжении 8 фильмов и какую трансформацию пережила гоночная серия за годы своего существования. Мы пообщаемся с ибайскими зрителями и обсудим главные новости индустрии кино. Первый фильм, снятый и продемонстрированный в качестве ярмарочного аттракциона «Братьями Люмьер», был посвящен прибытию поезда и заставлял присутствующих натурально вскакивать со своих кресел. С тех пор движение главное, что пытались запечатлеть кинематографисты разных эпох. Ведь именно эта особенность отличает фильм от статичной фотографии. Миновало больше века, методы передачи динамики в кадре обогатились целым набором визуальных средств и технических решений, а скорость и рев мотора нередко становится главной движущей силой событий в современных фильмах. Выступать на этом поприще, как правило, удается с попеременным успехом. Но встречаются и настоящие долгожители скоростного жанра. Пристегните ремни. «Форсаж 8» в объективе «Атмосферы кино». Сюжетная фабула гоночной франшизы, нарастившая массу жилистой плоти на концептуальный скелет первой части и следующей дуальной жизни вне закона, собрала такой багаж героических историй, что пересказ событий, предшествующих 8-й части франшизы, занял бы добрую треть всего экранного времени. К счастью, ни себя, ни зрителей создатели гоночной серии подобным не обременяют. В мире форсажей главенствует изящный принцип. Пока отряд в сборе, для самых крутых гонщиков на планете вообще нет ничего невозможного. Однако на этот раз сценаристы фильма подготовили для своих героев серьезный вызов. Антагонистку в исполнении неподражаемой Шарлиз Терон, способную расколоть ряды команды. И теперь бравые стритрейсеры вынуждены противостоять друг другу. Народ, все внимание! Мы были одной командой, но правила изменились. Правила изменились, а вот законы физики, логики и другие условности вселенной перекочевали прямиком из предыдущих частей франшизы. Сейфы, скользящие по асфальту, взлетные полосы, растянувшиеся на 20 километров, умопомрачительные падения и трюки, означающие в реальной жизни мгновенную смерть. Все это мы уже наблюдали воочию, и те, кто смотрит или подумают сходить в кино на очередную часть, давным-давно приняли законы этой киношной вселенной. Интересует другое, как смотрится новая часть по сравнению со старыми, насколько она драйвовая, безумная и масштабная. Готово? Уверяю тебя, к такому никто не готов. Если первый фильм заимствовал сюжетную схему «На гребне волны», историю копа под прикрытием, попавшего под обаяние преступников, а «Форсаж 5» притворялся друзьями Оушена, то начиная с 6-го фильма франшиза явно тяготеет к формуле шпионских триллеров. Налицо привычная схема и жанровые составляющие. Ряд ярких локаций, безумные секретные операции, предотвращение угрозы теракта и захвата власти маньяками. Но с чего вдруг правительство пришло за помощью к банде стритрейсеров, а не к условному Бонду или Борну, до конца непонятно. У меня не было выбора! Если хотите поймать Доминика, вам понадобится помощь.
Объясните, кто притащил сюда британского уголовника? Твой топик перекрывает доступ кислорода к мозгу. Носи размер побольше. В общем и целом, 8-я часть получилась на уровне 7-й, за вычетом главного талисмана картины Пола Уокера, трагически погибшего еще на этапе подготовки предыдущей части франшизы. В финале 7-й части сценаристы нашли способ обосновать уход героя из франшизы. Брайан по-прежнему существует где-то в пределах киновселенной, ведя мирную жизнь со своей экранной подругой Мией, но в объектив кинокамеры больше не попадает. Команда придерживается данного ранее обещания больше не втягивать пару в свои проблемы. В остальном все атрибуты «Форсажа» на месте. Это по-прежнему яркий представитель масс-культа, визуальный аттракцион и развлечение. У нас есть танк. Моя очередь. Бум, детка! Размашистые, головокружительные, не замедляющиеся ни на миг трюки, погони и спецэффекты отрабатывают каждый заплаченный за билет в кинотеатр рубль. А плотность взрывов, прыжков и ударов такова, что многие захотят повторить поход в кино. Именно в этом и кроется коммерческий успех картины. Продержавшись на экранах кинотеатров 16 лет, гоночная серия успела обрасти солидной аудиторией, устоялась в форме подачи материала и ничем не пытается обмануть ожидания своего зрителя. Резюмируя впечатление по шкале киномера, 8-й «Форсаж» заслуживает следующей тезисной оценки. К – кассовая И, искрометная Н, не отягощенная смыслом и О – оголтелое кино. Отлично. Все супер. Фильм понравился. Замечательная она. Серьезно говорю. Нереальный фильм. Отлично, понравился фильм. А ради чего вообще стоит идти? Кто смотрел первую серию, тот поймет. Ну, ради экстрима, наверное, какого-то. Ну, разнообразия. Как себя чувствуете? Не утомились после 2 часов? Нет. Все хорошо. Слишком много фантастики. Трагическая смерть Пола Уокера, по мнению многих, сердца и болевой точки франшизы, грозила создателям серьезной производственной проблемой. Должно быть, по этой причине «Форсаж 8» не пытается экспериментировать и следует уже проверенной схеме. Это по-прежнему яркий визуальный аттракцион, не претендующий на серьезную смысловую нагрузку. На сеанс стоит идти как поклонникам франшизы, так и всем любителям заряженного тестостероном экшена. При этом просмотр фильма вне зала кинотеатра по сути не имеет большого смысла. Переходим к другим новостям кино. В прокате с 20 апреля стартовал наш отечественный мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Сюжет мультипликационной картины повествует о маленькой девочке Элли, оказавшейся в волшебной стране в самое неподходящее время. Коварный и злобный Урфин Джюс решил захватить изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Теперь маленькая гостья должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить злодея и его армию. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить волшебный сеанс. В минувшее воскресенье двое подростков на угнанном мопеде врезались в автомобиль в районе Ричмонд на юго-западе Лондона. Молодые люди попытались скрыться с места преступления. Однако, к их несчастью, поблизости оказался исполнитель роли Безумного Макса в последней экранизации Джорджа Миллера и антагониста Бэйна в трилогии о Темном рыцаре Том Харди. По словам очевидцев, актер словно супергерой пустился в яростную погоню и настиг одного из преступников. Другого нарушителя задержал полицейский. Представители Тома Харди ситуацию не комментирует. Хронометраж в искусстве визуального повествования – параметр во многом относительный. В зависимости от мастерства исполнителя, 3-часовой сеанс может пролететь буквально на одном дыхании, а другое кино не удерживает внимание зрителя даже на протяжении получаса. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, и 10 минут нашей программы протекли для вас незаметно. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. В следующей программе мы расскажем, чем увенчается поварское противостояние команды знаменитого экранного шеф-повара Виктора Баринова, которому вместе с коллегами было доверено защищать честь России на кулинарном чемпионате мира. Знаешь, ведь есть вещи важные, есть вещи поважнее важных, ради которых мы готовы на все. Всем работать! Рептилоиды! Кухня. Последняя битва.